Всем привет, меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в семейном поселке Холмы. Здесь мы продолжаем строительство двухэтажного дома из бруса параметрами 10 на 10. Посмотрите, какой красивый, величественный дом. Сейчас мы на этапе уже устройства кровли. Я предлагаю, давайте пробежимся по дому, покажу планировку и покажу, как дом выглядит изнутри. А потом поднимемся на второй этаж и посмотрим, как мы делаем крышу. Видно, что дом очень просторный. Здесь два входа есть со стороны террасы. И вот еще с той стороны, где котельная. Два входа. И очень большая терраса. Сейчас мы прошлись только по первому этажу, да? Еще на втором этаже сколько комнат. Также обращу ваше внимание, здесь у нас будет лестничная площадка. Вот, основу мы подготовили. Видите, какое большое, продолговатое, красивое окно. Представляете? Пойдет лестничная площадка, и это окно будет освещать холл первого этажа и холл второго этажа. Представляете, насколько это будет очень красиво и замечательно? Там у нас, если я не ошибаюсь, восток. Утром вы встаете, и у вас здесь все освещается естественным солнечным светом. Неимоверно красиво. Очень. Дом становится очень светлым. Посмотрите, в этом доме очень много окон. Причем они очень большого размера. Очень светлый дом. Посмотрите, да? Французское окно. Можно выходить с чашечкой чая или не только чая и кайфовать на большой просторной террасе. Еще одно окно. И все как-то воздушно, просторно. Дом будет очень светлым, очень просторным и солнечным. В частных домах это не многоквартирный дом. Чем больше окна выглядят, тем дом смотрится как-то богаче, изящнее, серьезнее как-то. Это серьезно. Когда маленькие окна, это как бойницы просто, представляете? Не очень красиво. В многоквартирных домах, да, это вот все вот так вот понатыкано и как-то гармонично смотрится. В частных домах, чем больше окно, тем лучше. Вот, например, напротив. Видите, тоже ситуация. Большие просторные окна, и вот там вот французское окно, выход. Видите, да? Вот здесь рядышком дом из кирпича. Посмотрите, какие большие просторные окна. Вот здесь каркасник, тоже просторные окна. Вот там большие окна, и тоже смотрится гармонично. Вот сзади дом серый, тоже большие просторные окна. Это очень красиво. Видите, фасад дома же большой, и эти окна, они украшают этот дом. Я обращаю ваше внимание, что рекомендую делать действительно большие окна. Не какие там 80 на метр, или там, не знаю, маленькие 90 на 90, метр на метр. Метр на 140, метр на 110 минимум. Минимум. А чем больше, тем лучше. Смотрится очень красиво. Вот, например, здесь дом тоже. Тут одно вон большое окно и небольшие окна. Но это, наверное, вон там лестница, скорее всего, вот здесь. Межэтажная тоже. А вот это, наверное, у них хозяйственное помещение. Возможно, котельное. Поэтому он такой продолговатый и небольшое. Да везде. Вон напротив дома. Та же история. Посмотрите. Вот дом напротив. Тоже посмотрите, как лестница. Изящно обыграно окно в лестницу. Посмотрите. Тоже шикарно, да? И окна. Тоже большие. Но не совсем большие. Это где-то метр на метр 20. Можно сделать и побольше. Но
Посмотрите, можно сделать, поверьте, и побольше, будет смотреться более красиво. Ну, красивее будет смотреться. Все, это обратил внимание. Все-таки климат, вот кто-то скажет, да, чем больше окна, тем больше теплопотери. Согласен, но когда это было? Сейчас здесь уже чуть ли не арбузы выращивают. Я знаю, у меня есть знакомый, у которого на грядке арбуз растет. Все теплее и теплее становится. На полном серьезе. То есть арбуз у моего знакомого растет. Я молчу про виноград, про яблоки, да. То есть это уже давно растет. И у меня на даче растет. Становится все теплее. Поэтому делать панорамные большие окна или французские окна уже можно. Уже смело можно. И еще совет по входной двери. Раньше делали металлические двери. Вот здесь, да, на входной двери. А сейчас предпочитаю делать пластиковые. Во-первых, они не промерзают, они не ржавеют, не подвергаются коррозии и смотрятся в гармонии со стеклами. Опять же, пойду вон туда, покажу. Вот этот дом, покрытый декоративным кирпичом. Вон там дверь пластиковая, окна пластиковые. Вот дом из пеноблока, та же история. Сейчас делают пластиковые, хорошие, толстые пластиковые двери. И смотрятся эстетически красиво. И они практичны для жизни. Если взламывать будут, взломают у вас и окно. Какая разница, через что заходить в ваш дом? Но это настолько редко. Вот у меня у самого еще я строил в 2014 году. Начинал. И опыта, и знаний еще, да и не принято на те времена была установка пластиковых дверей. Сейчас бы, если бы я ставил бы, наверное, пластиковое. У меня металлическое. И то оно снизу, где по порогу, оно уже отшелушивается, краска отходит. Ну, потому что колебания температур, лед скапливается. Ну, и это все дело отходит. Становится не очень красиво. Сейчас в этом году я прошкурю, обезжирю и покрашу. Вот так вот. Мы углубились немного в эту сторону. Ладно. По технологии в этом ролике ничего не буду рассказывать. Сами вон посмотрите. Промолчу, просто покажу. Там все нормально. Все, идем сразу на второй этаж. Вот здесь мы поднимаемся. Вот окно здоровое, красивое, да? Смотрите, какое оно длинное, которое освещает первый и второй этаж. Поднялись. Здесь небольшой холл. И у нас далее 3 спальни. Давайте покажу, как они выглядят. Посмотрите, сколько крепежных элементов, да, мы применяем. Помимо вот таких усиленных уголков, посмотрите, как все скреплено желтыми саморезами и мощными глухарями. Дополнительно еще обвязку бруса закрепляем, помимо нагилей. Нагиля — это само собой, строительными скобами. То есть все максимально надежно. Вот как сделана стойка, потом вот конек, много пластин, крепежных элементов очень много. То есть все надежно. Вон там П-образки, уголки,
С другой стороны, обратите внимание на стропильную систему, сколько крепежных элементов. Здесь все хорошо, замечательно. То есть кровля делается очень надежно, мощные стойки, мощный конек, который держит всю нагрузку. Вот кровля. Вот она упирается сюда, потом нагрузка равномерно передается вот на стойки. Ну и по нижней части, да, по морлату тоже все надежно. Вон уголки, саморезы, глухари. Все как надо, все профессионально. Стыковка вот так вот за подлицо. Вот все четко вот так вот. Не внахлёст, а стыкуем. Ну и дополнительно вот ригелем все связываем. В данном случае это не потолочный ригель, то есть из него делается также потолок. У нас полноценный двухэтажный дом. Вот такие потолки. Это в домах мансардного типа. У нас полноценный двухэтажный дом. Это чисто для усиления конструкции. Мы еще дополнительно сделаем, просверлим отверстие и закрепим все шпилькой. Будет реально все надежно, все мощно. Посмотрите, да, сделали лежень, дополнительные стойки, чтобы кровля не прогибалась. А вот и шпильки были закручены, как я и говорил. Красота, да, красота. Можно сказать, по личной просьбе Дмитрия мы хотим отснять чистоту и показать, что мы действительно убираемся. Тут все красиво. А то тоже делаем работу, а никто не видит, да, не знает. Хочу добавить, что мы не до конца стропильной системы стелим пленку, чтобы вы отметили этот момент. Мы отступаем от конца карниза сантиметров 30, да, у нас? 25-30. Сантиметров 25-30. Равномерно отступили. Это для чего? Видите, в доме сделаны карнизы беленькие, да? В нижней части идут софиты. Софиты — это тот же садник с дырочками. То есть, когда воздух будет проходить через софит, представляете, если там пойдет пленка, то есть воздух будет упираться в пленку и не продувать подкровельное пространство. Поэтому мы как раз для полноценного продувания, проветривания подкровельного пространства, выведения конденсата и отступаем. Это очень важный момент. Сейчас будем пленкой укрывать кровлю. Вот такой. В каждом рулоне обязательно есть инструкция. Вот такая. Вот, например, изоспа на М. Мы часто применяем. Инструкция по монтажу. То есть любой специалист, допустим, даже который не понимает, первый раз видит. Здесь очень наглядно, даже в картинках все показано. И текстом, видите, еще все рассказывается. Достаточно все подробно. Удобно. Он показано, что все проклеивается лентами. Ну вот как раз вот этой изоспан ML Prof мы проклеиваем. Вот она есть. Потом мы еще другую белую ленту используем при укладки пленки пополам. Она белая. А, вот она. Вот она. Тоже проклеиваем. Стойки, да, также проклеиваем. Ну, не так красиво, конечно, как на картинке. Но тоже герметично. Тут вопрос качества, даже не вопрос качества, вопрос надежности не стоит. Здесь все хорошо. Здесь и материалы такие с запасом прочности. И крепежка с запасом. Тут все реально очень хорошо. Но это принцип нашей работы. То есть реально все классно. Ну, мне нравится. Это как стандарт. Я бы даже скажу, что это стандарт нашей работы. Мы базово работаем так. Надо хуже сделать, дешевле сделать. Пожалуйста, мы можем. Не хочется, конечно, но можно и похуже, если будет желание. Сделать лучше можем, но стоит ли? Стоит ли? То есть я считаю, что это оптимально для строительства дома. То есть вот такие базовые лаги, вот такой брус 150 на 150, первый, второй сорт,
Кровля из доски 50 на 150 базовых, много крепежных элементов, лаги половые из бруса 100 на 200, не 150, чуть не оговорился, да? Это уже экономия идет, необдуманная, которую я считаю глупая экономия на конструкциях. То есть каждый конструктивный элемент, он сделан очень хорошо. Он с запасом идет, с запасом прочности и надежности. Это дом, это не сарай. В этом доме вы будете жить много-много десятилетий. Все должно быть сделано хорошо. От фундамента и заканчивая вот коньком кровлей. Плюс здесь пойдет дальше гидроизоляционная пленка изоспан. Хорошая пленка. Да. Далее здесь пойдет брусок. Он все-таки для проветривания подкровельного пространства лишним не будет, я считаю. Потом пойдет обрешетка и уже кровельный материал. Многие также про запас и надежность. Многие могут сказать, да можно сделать кровлю холодного типа. Зачем пленку сюда? Зачем этот брусок для вентиляции? Здесь и так чердак, и так будет проветриваться. Я считаю, ну, чердак чердаком. Да, можно сделать его проветриваемым, но можно сделать дополнительную защиту кровли. Микрозатратная часть в строительстве. То есть эта пленка выйдет не так дорого. Ну что, лишним не будет укрыть пленку. Мало ли через металл где-то когда-нибудь проникнет вода. Она попадет куда? Она попадет на пленку. Пленка остановит проникновение воды в утеплитель. Утеплитель, который будет лежать вот здесь. Далее. Это контрабрешетка из бруска 50 на 50. Лишним тоже не будет. Это дополнительное проветривание подкровельного пространства. Я считаю, делать надо. Я лично считаю, надо. Можно ли не делать? Можно не делать. Мы базово делаем. Мы базово делаем всегда. Поговорим на эту тему. Давайте. Коль я начал. Вопрос цены. Просто на днях мы в Морово общались с заказчиком, он говорит, я выбрал вас, потому что вы надежно работаете. Да, я, говорит, понимал, что у вас дороже. Подождите, у нас не обязательно дороже. Может, у них многое не учтено. Рассказываю. У нас хороший фундамент мы закладываем. Далее, гидроизоляционный слой. Это базово. Идем дальше. У нас обвязка из бруса 200 на 200. Если многие экономят, делают 150 на 150. Мы 200 на 200 базово, я считаю, так должно быть. Хуже мы даже не предлагаем. Никогда практически. Только если очень легкие дома. Далее, второй брус обвязочный 150 на 200. Тоже большой. Можно сэкономить на втором брусе. Опять же сделать 150 на 150. Лаги. Мы вот делаем базово. Потолочные вот эти вот и половые. Делаем из бруса 100 на 200. Что они надежнее. Они выдерживают хорошие нагрузки. Можно утеплять 20 сантиметрами минимум. Я 100% делал не меньше. Базово так. Можно сделать и 100 на 150. Я считаю, это очень глупая экономия. Далее стены. У нас только первый и второй сорт по стене. Стены выглядят очень красиво. Очень красиво. Эстетически приятно, свежо. Хороший пиломатериал. Отборный пиломатериал. Конечно, он идет дороже. Мы его отбираем, элементарно, с пилорамы. И внутренние стены мы делаем тоже 150 на 150. Потому что помимо того, что они несут нагрузки на себе, они выполняют роль шумоизоляции. Тоже шумоизоляция. Это деревянный дом. Да, в целом, даже любой дом. Какая-то шумоизоляция между комнатами, она должна быть. Все-таки личная жизнь, есть приватность. Это должно быть базово. Я иду в туалет, я не должен стесняться. Это пример, но все же. Идем дальше. Здесь базово все нормально. Так, по крыше сказал, по стропилам. Тоже нормальные доски, ни коры, ни обзола. Вообще по нормативам запрещено 3-4 сорт с какой-то корой, обзолом там класть на кровлю. У нас вот 1-2 сорт, все четко. Много очень крепежных элементов, реально очень много. Это тоже деньги. Далее пленка хорошая, изоспан, гидроизоляционная. Тоже дорогую мы применяем. Кровельный материал, контрабрешетку. Вот посмотрите, на каждом этапе, да, можно набрать 150 тысяч легко. Если нас сравнивать по цене, надо понимать, надо видеть смету, надо сравнивать технологии строительства. А что включено?
Ведь можно сарай построить. То есть надо понимать, как он будет строиться. Мы стараемся всегда на консультации объяснять. И мы базово делаем так. Мы даже, я прошу прощения, мы даже вас не спрашиваем. Мы не стараемся удешевлять. Мы не стараемся вам понравиться. У нас даже в целях таких не стоит. Мы базово предлагаем вот так вот. Да, будет относительно дороже, чем другие компании там приманивают, возможно, низкой ценой. Что-то там не договаривают или умышленно о чем-то замалчивают. Я базово делаю, вот у нас принято, я не знаю, может какой-то, как это объяснить, принцип, наверное. Мы делаем сразу нормально. И у нас есть свой заказчик, он наш, он чисто наш. И этот заказчик придет к нам, потому что ему надо вот так вот. Как раз эти заказчики к нам идут. У нас, наоборот, другая проблема возникает. Мы осилить не можем то количество заказов, которые к нам приходят. Сейчас на текущий момент у нас работает 5 бригад. 5. Это много. 4 бригады по строительству домов и 1 бригада на отделке. Отделка. И сейчас еще 1 бригаду взяли на мелких подсобных работах, типа демонтажа и уборки. То есть для подготовки площадки. И хочу сказать, что наш принцип в качестве. Мы строим нормально, мы строим согласно срокам, и мы строим качественно. Вот так вот. Если вам надо так, приходите. Все будет нормально, честно, порядочно, без всяких вот этих сумасбродства. То есть, вот, я думаю, вы это видите. Из месяца в месяц одна и та же история. То есть я это говорю на камеру, наши текущие заказчики это видят, наши бывшие заказчики могут подтвердить, как мы работаем. Или опровергнуть вдруг я лукавлю в чем-либо. Нет, у нас все отлажено, у нас все четко. Чем я и горжусь очень сильно. Организацией нашей работы. Вот так вот. Вот такой, пообщались мы немного, да, с вами. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом или баню, сделать кровлю или черновую отделку, записывайтесь к нам на консультацию. Мы проконсультируем, все расскажем, у вас будет понимание. Сделаем вам расчет стоимости, вы приценитесь. Ну и будем рады, если выберете нас для строительства вашего дома мечты. Приходите. До встречи на консультации. Пока-пока.